В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Республика традиционно является активным участником Восточного международного экономического форума в городе Владивосток. По приглашению и при финансировании Минвосток развития России и Агентства стратегических инициатив в форуме приняли участие 3 представителя Министерства финансов Республики. Одна из них – наша гостья в студии Саргалана Леонтьева, главный специалист Департамента производственных отраслей Республики, член молодежного правительства. Саргалана Спиридоновна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы работали на полях ВЭФ в качестве одного из победителей программы «Муравьев Амурский 2030». Расскажите немножко об этом, о ваших впечатлениях. Но надо понимать, что в этом году как раз-таки Восточный экономический форум, он юбилейный, и поэтому приглашение нас в качестве участников программы Минвосток развития «Муравьев Амурский» для нас это большие впечатления, это участие и на больших сессиях, это и дискуссии, это и общение, это налаживание коммуникативных связей с другими молодыми специалистами из разных отраслей, которые были представлены на этих полях. От нашей республики на самом деле в данной программе «Муравьев Амурский» подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока и Арктики участвуют 5 молодых специалистов. Это из Алекминского района, из Горного района, 2 специалиста из Минфина Якутии и индивидуальный предприниматель. Ну, ваши впечатления, каково все-таки? Насколько было полезно? Мероприятие грандиозное. Тем и панельных сессий было очень много. Мы старались успевать. Мы старались проникнуть той информацией, которая доводится из первых уст от людей, которые действительно принимают ответственные и большие взвешенные решения. Мы прочувствовали, что интерес к Дальнему Востоку и Арктике в целом, это чувствуется. И по части энергетики, по логистике, по нашему серьезному вопросу северного завоза, ну и по кадрам, по подготовке кадров, эти основные направления, которые мы посещали на панельных сессиях, принимали участие также на дискуссиях. Получается, да, все темы, они такие оказались стратегически важными, да, эти все мероприятия, которые вы сейчас обозначили, это все дни, они были на несколько дней, да, у вас расписаны? Да, у нас программа и как на Муравьевом Амурском, и так же, как и на ВЭФ, они были очень насыщенными. Расписана каждая минута, как говорится, не теряй секунды, не смотри на секунду свысока, успевай. А что больше всего вам лично отозвалось, возможно, что вы для себя открыли, что вдохновило? Так, у нас была встреча с нашим министром федеральным Миндальвосток развития Российской Федерации Олегом Алексеевичем Чекунковым. А также у нас была встреча молодых специалистов, как говорится, да, с людьми, которые принимают решения по развитию наших территорий. И было приятно услышать также из уст нашего президента страны Владимира Владимировича о том, что наша Якутия является, конечно же, лидером по привлечению инвестиций на полях ВЭФ и не только, что у нас развивается быстро, динамично уровень демографии увеличивается. И также было отмечено, что внутренний валовый продукт нашей республики тоже в топовых лидерских позициях. А с какими итогами по данным мероприятиям вы вернулись в Якутск и как будет вообще дальше потом продолжаться работа, уже используя те инструменты, которые вы получили? Доклад мой касался применения многофункциональных объектов в малонаселенных пунктах. Мы сверились с часами, мы ответили на вопросы экспертов и будем продолжать. Наша программа, она действует 1 год, и в апреле мы должны будем прийти к окончательным предложениям. Сегодня мы изучаем арктические территории, определенные муниципальные районы Арктики с малонаселенных пунктов. Поэтому это процесс он идет и продолжается. И мы усилились экспертными мнениями в этом направлении. И благодаря тому, что имеются такие федеральные программы, мы вчера, получается, буквально на полях ВЭФа имели возможность соприкоснуться, можно сказать, даже с историей, с юбилейным ВЭФом при поддержке федеральных программ. Это и Агентство стратегических инициатив, это и Миндальвосток развития России. А что за программа, если более конкретно? Как-то что она из себя представляет?
Муравьев Амурский 2030 сегодня идет четвертый поток, то есть четвертый год работы данной программы. Программа нацелена на подготовку управленческих кадров для Дальнего Востока и с этого года и для арктических территорий. Каждый регион является заказчиком для проектных групп, которые организуются в рамках данной программы. Участников в этом году 59 человек из разных регионов страны, которые после окончания программы должны будут трудоустроиться именно на местах Арктики и на территории Дальнего Востока по своим, может быть, проектным направлениям. Проектные группы у нас и по цифровизации, и по вопросам логистики, и в целом по всем основным направлениям, которые должны быть затронуты в развитии Дальнего Востока. А с чем связано название именно Муравьев-Амурский? Муравьев-Амурский — это тот человек, который в Российской Федерации и в Руси до начала, конечно, современной нашей России открывал территорию Дальнего Востока. Он открывал территории, он посещал, был направлен царем именно определить, насколько широка территория нашей страны сегодняшней. И вот благодаря Муравьеву-Амурскому наша территория Российской Федерации имеет, конечно, очень динамичное развитие. Те постулаты, которые были заложены тогда, они как бы имеют продолжение и сегодня. И поэтому вот под начинанием как раз-таки Муравьева-Амурского было развитие, дал толчок развитию Дальнего Востока, и сегодня мы, получается, молодые продолжатели, имеющие цели сохранения данных территорий и более такого глобального развития и рывка по части устойчивого развития и по всем отраслям экономики. А вот ваш проект, он тоже так же и называется Муравьев-Амурский, или под этим проектом есть еще наш такой собственный проект для вас, для наших 3 специалистов, которые поехали, да, и даже других, которых вот вы сказали. И вот итоги, вы сказали, в апреле уже будут. Да. Именно какие это? Если вот взять так и по очереди обозначить. Ну, проектные инициативы, они могут быть разного характера. Это могут быть и какие-то программные, концептуальные предложения, не только, в частности, именно касающиеся республиканских программ и системы в целом, но и как такие модельные инициативы и для всей территории. То есть то, что мы будем предлагать по итогам данной программы, оно должно садиться в системы всех регионов Дальнего Востока и Арктики. Допустим, моя проектная группа называется как применение многофункциональных объектов в малонаселенных пунктах. Такие малонаселенные пункты, они, конечно же, труднодоступные. Это сложная логистика. Такие примеры имеются не только в нашей республике. И получается, задача стоит такая, чтобы были на местах труднодоступных, отдаленных, такие вот современные многофункциональные объекты. А что дает многофункциональный объект? Это под одной крышей получение нескольких, может быть, и видов услуг, и социальных услуг, и мест современных, как коворкинг, библиотеки. Это способствует экономическим эффектам. То есть под одной крышей мы отапливаем, получается, одно здание, а не 5 разных. Вот в этом плане тоже будем считать экономические эффекты. Следом идут и социальные эффекты, это и удовлетворенность жизнью населения в отдаленных, труднодоступных наших пунктах. И пример, который зародится в рамках нашей проектной группы, должно способствовать созданию таких мест притяжения, и мы назвали это центром Арктики. Ну, посмотрим, что получится. В нашей группе представители разных регионов. Это Архангельская область, это и логисты из Чукотской области. У нас есть еще и представители образования из Камчатского края. Вот таким составом мы сегодня работаем. Но кроме этого имеются и другие проектные группы. Это по цифровизации КОМИ, это льготное лекарственное обеспечение по Республике Бурятия. Также у нас есть и темы по беспилотной авиации. Вот из года в год темы у нас меняются, потоки меняются, специалисты из разных отраслей объединяются, чтобы вот прийти к какому-то единому концептуальному решению. То есть от нас ждут именно таких подходов более системных, глубинно изученных. Поэтому у нас будут и муниципальные стажировки, и региональные, и федеральные, чтобы сопоставить, где какие механизмы сегодня
работают и что нужно в этом механизме, может быть, исправить взглядом молодых. Да, действительно, задача стоит очень важная, да, очень нужная. По-моему, у нас уже есть в Якутии такие многофункциональные центры. Да, имеются. Вот если анализировать их, то в Арктике действительно это было бы очень здорово открыть. Вот, а расскажите, пожалуйста, немного о своей работе в Минфине. Почему вы выбрали именно госслужбу? Ну, госслужба сегодня, на мой взгляд, это не работа. Больше всего государственная служба — это все-таки миссия. Миссия, когда ты приходишь в систему и, может быть, своим новым взглядом, такими вот новыми проектами ты входишь в систему, ты можешь, может быть, повлиять именно в начале своей трудовой деятельности на механизм, в котором ты работаешь. То есть сегодня мы, молодые специалисты, являемся такими вот винтиками, которые тоже являются неотъемлемой частью большого механизма под названием государственное управление. В этом плане, да, мы специалисты из всех разных министерств в большей степени придерживаемся понятия миссия. И сегодня это не только, я так думаю, что не только в нашей республике, но и по стране в целом сегодня идет вот такое единое движение, что у каждого человека, каждый человек должен нести пользу в общество, и вот мы решили через государственную службу это сделать. Ну вот, несмотря на то, что, да, вот вы очень воодушевлены, у вас много задач, вы еще как-то находите время на работу в общественной деятельности, да, вот в молодежном именно правительстве. Немножко расскажите об этой работе, об этой деятельности. В молодежном правительстве я, получается, первый год. Также у нас имеется и координационный совет молодых госслужащих. Мы объединяемся тоже в целях реализации инициации, можно сказать, да, инициативы проектов, может быть, и социально значимых для нашей республики. То есть мы развиваем в молодых специалистах те качества, которые нужны будут для современного, такого нужного, правильного государственного управления. То есть сегодня молодые специалисты — это винтики, а через пару лет это уже ответственные люди. И уже в молодом возрасте и в качестве молодых специалистов каждый из нас должен быть соответствующе подготовлен. И вот поэтому уже на данных стадиях и при экспертном мнении наших руководителей всех наших ведомств мы объединяемся, мы реализуем, инициируем проекты. Например, в рамках молодежного правительства сейчас инициируется проект по направлению библиотечных молодых кадров. Вот. Имеются и по патриотическому направлению, имеются и вот по ассоциациям молодых кадров по различным секторам экономики. Мы объединяемся, мы строим коммуникативные связи, ну и, получается, создаем команду будущего. Ну, можно сказать, такая бесперебойная, беспрерывная Да. подготовка молодых кадров для республики и для всего Дальнего Востока. Ну что ж, Сарглан Спиридоновна, спасибо, что вы уделили время, ответили на наши вопросы. Спасибо. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.